опубликовал его в 1914 году. Но опубликовал он, что интересно, на современном татарском языке того времени. То есть уже, почему он так сделал, как вы думаете? Потому что понятно было уже, потому что уже человек того времени, как правило, образованный человек все равно он изучал арабский язык, да, а фарси уже в целом не изучался, вот, но уже был не совсем понятен образованному человеку. В целом понятен может, но детали, каждое слово, каждое предложение, наверное, было сложно понять. Вообще это показывает, широкую, щедрую душу Саида Вахиди. То есть он право первой публикации передал известному историку Хади Атласи. Уже на тот момент, получается, было 27 лет Саиду Вахиди, он уже был в расцвете ученых сил. Вообще, в научный оборот ярлык был запущен уже в 25 году, когда появилась публикация Саида Вахиди на русском языке в научном вестнике татароведения, научного общества татароведения. С тех пор на этот текст начали ссылаться советские ученые, с тех пор он входит в активный научный оборот. И что интересно, кстати, Саид Вахиди нашел молодым этот ярлык, да, а ярлык хана Ибрахима в 1963 году такой аспирант университетский Степанов тоже в молодом возрасте обнаружил. Два ярлыка казанских ханов обнаружены молодыми учеными того времени. И дальше как судьба, да, ярлыка складывалась. Вот он оказался в стенах на тот момент Центрального музея, да, и, естественно, на тот момент доступ ученых к этому ярлыку был более свободный. То есть появляется публикация Мухаммедьярова, потом, конечно, знакомятся другие ученые с этим текстом, и он становится одним из центральных вообще в изучении, этот текст, источник становится одним из центральных в изучении истории Татарской ССР. В учебниках школьников этого текста не появилось, по-моему, не появился до сих пор. По-моему, только в 10 классе, там хрестоматийный учебник, там есть этот текст, но уже как бы в вузовских учебниках, да, этот текст активно присутствует. Давайте я прочитаю на татарском. Можно я сначала на татарском прочитаю, так как его опубликовал Хади Атласи, и прочитаю потом на русском языке, да? Эс-Султан аль-Гази Сахиб Гарай Сузем. То есть здесь бисмилля нет, да, отсутствует, потому что мы говорим